В этногенезе многих народов мира до сих пор нет ясности. В связи с этим вызывает интерес зарождающаяся молекулярная история или же иначе ДНК-генеалогия. Как известно, каждый человек несет в себе своеобразный биологический документ ДНК, в котором присутствует мужская Y-хромосома, передающаяся строго от отца к сыну, и женская митохондриальная ДНК, передающаяся от матери всем детям. Однако митохондриальная ДНК не передается по мужским линиям, и, соответственно, для решения генеалогических задач больший интерес представляет мужская Y-хромосома, по которой можно отследить эволюцию человека вплоть до древнейшего предка по мужской линии. В настоящее время используется номенклатура линий Y-хромосомы, и выделено 20 основных гаплогрупп, родов, обозначаемых буквами латинского алфавита от А до Т и объединяющие родственные этнические сообщества. С начала 2000-х годов на Кавказе неоднократно проводились ДНК-исследования кавказских народов, но наиболее значимыми и полными являются ДНК-исследования Балановского и Юнусбаева. В частности, согласно исследованиям Балановского, установлено значительное преобладание у ингушей субклада J2A1B, гаплогруппы J2 – 87,4%. Остальные проценты распределяются между гаплогруппами R1A1 – 3,5%, J1 – 2,8%, L3 – 2,8%, J2A – 1,4%, G2A1 – 1,4%. Гаплогруппа J2 зародилась более 30 тысяч лет назад на Ближнем Востоке и затем распространилась на Балканы и район Средиземноморья. Представители гаплогруппы J2, вероятно, составляли значительную часть населения мезолитических ближневосточных культур, связанных, по мнению многих исследователей, с изобретением земледелия и скотоводства. С наиболее высокой частотой среди народов мира встречается у ингушей 89% и чеченцев 56%. Необходимо отметить, что субклад J2A1B в общем формате образует две ветви – большую и малую, восходящие до общего предка в районе приблизительно 12 тысяч лет назад. Так называемая большая ветвь субклада J2A1B, состоящая из двух родительских подветвей, и отмечена ниже на схеме синим и фиолетовым цветами и формируется из представителей различных ингушских и чеченских тейпов со своеобразной генетической меткой, характерным значением маркера DYS390-23, 35% ингушей и 32% чеченцев, и галгаевско-шатойской подветвью с характерными значениями маркера, которая отмечена ниже на схеме красным цветом и в процентном соотношении составляет примерно 60% от числа всех ингушских гаплотипов J2A1B и около 55% от всего числа ингушских и 10% от всего числа чеченских родов. Синяя и красная подветви происходят от общего предка, жившего приблизительно 2200 лет назад, а общий предок для всей большой ветви субклада J2A1B жил приблизительно 4000 лет назад. Вторая ветвь субклада J2A1B, условно называемая малой, по большей части представлена из представителей различных чеченских фамилий, которые в процентном отношении составляют 14% от общего числа фамилий этого народа. Примечательно, что данная ветвь приблизительно 1500 лет назад разошлась с осетино-ингушской ветвью субклада J2A1B, то есть предположительно можно говорить о том, что это и есть тот пресловутый субстратный протонахский слой, участвовавший в осетинском этногенезе. 11,3% у иронцев и 5,5% у дигорцев. В общем, следует отметить, что древний маршрут ветвей J2A1B хорошо отмечен по армянским и грузинским гаплотипам J2A1B и что на Северном Кавказе данный субклад присутствует у тех народов, на территории проживания которых была распространена майкопская культура. Данные ветви охватывают и адыго-абхазские народы. Абхазы 8,6%, черкесы 11%, кабардинцы 3,5%, адыгейцы 3,2%, абазины 1% по исследованиям Юнусбаева. Карачаевцев и балкарцев. Карачаевцы 5,8%, балкарцы 9,6% по исследованиям Юнусбаева. Дагестанские народы. Андийцы 14%,
кумыки 8% по исследованиям Юнусбаева, аварцы 1%, даргинцы 1% по исследованиям Балановского, которые, к сожалению, на данный момент слабо изучены. В наших следующих видео вы узнаете историю остальных ингушских гаплогрупп. Вы также можете узнать гаплогруппу своего рода и выявить близкородственные гаплогруппы как среди ингушей и других кавказцев, так и среди других народов мира, пройдя тест на ресурсе Family Tree DNA. Администраторы ингушского ДНК-проекта надеются на активное участие всех неравнодушных к истории своего тейпа и народа и настроены на плодотворное сотрудничество с ингушскими историками, археологами и лингвистами и уверены, что результаты ДНК-исследований им окажут большую помощь в научной деятельности.